Обманутые дольщики, получившие компенсацию вместо готового жилья, смогут повторно использовать средства материнского капитала без обращения в судебные инстанции. Теперь эта норма закреплена постановлением, которое подписал глава правительства Михаил Мишустин. Эксперты полагают, что нововведение поможет обманутым дольщикам, однако вряд ли полностью покроет их издержки на покупку новой квартиры, особенно тех, кто давно приобретал недвижимость. Можно отметить, что в первую очередь новые меры дадут возможность не тратить время на длительные судебные разбирательства, поэтому данные шаги можно оценить как положительный шаг в защите интересов молодых семей, отмечают эксперты. Переходить к раздаче так называемых вертолетных денег россиянам нужно только в случае, когда стандартные меры экономической политики исчерпаны. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин. Он добавил, что был сторонником осуществления выплат семьям с детьми. По его словам, помощь была оказана в тот момент, когда закрытие экономики уже начало заканчиваться и когда потребовалась поддержка для того, чтобы снизить расходы семей. Ранее министр финансов Антон Силуанов высказался против предложения раздавать деньги населению с вертолета. Помогать надо тем, кто действительно в этом нуждается. Так Силуанов обозначил основную задачу властей при выдаче субсидий и пособий. По его словам, нужно в первую очередь помочь бизнесу в сохранении работников, помочь людям оплатить первоочередные расходы – питание, жилье и кредиты. Центробанк начал продавать валюту в увеличенном объеме. Таким образом, вступила в силу новая политика регулятора, которая приведет в том числе к спасению курса рубля на фоне его ослабления. При этом официально такой цели не ставится. С 26 октября Центробанк увеличил объем ежедневных операций по продаже валюты на внутреннем рынке до 4 миллиардов. Решение продавать больше валюты объясняется необходимостью высвободить требуемую сумму для покупки дополнительного пакета акций Аэрофлота. Бумаги, номинированные в рублях, будут приобретаться на средства Фонда национального благосостояния, активы которого размещены в иностранной валюте. Роспотребнадзор разработал поправки в закон о защите прав потребителей, которые смогут обязать онлайн-ритейлеров предоставлять покупателям различные способы оплаты, в том числе наличными. Ведомство предлагает обозначить недопустимые условия договора купли-продажи, которые ущемляют права потребителей и противоречат действующим нормам. Речь идет о тех случаях, когда различные онлайн-сервисы не предоставляют покупателю права выбрать оплату наличными. Минэкономразвитие подготовило положительную оценку регулирующего воздействия на проект Роспотребнадзора после доработки документа. Поправки на данный момент проходят этап межведомственного согласования. Ввод в эксплуатацию двух объектов капитального строительства, гимназии в Тампонском районе и спортивного комплекса в Среднеколымском районе, планируется до конца этого года благодаря дальневосточной субсидии. Также завершаются работы по ремонту, реконструкции и созданию инфраструктуры в разных районах Якутии. По данным Министерства экономики региона, в 2020 году выделено более 2,3 миллиарда рублей из федерального бюджета. Всего за период 2018-2019 годов освоено более 1 миллиарда 800 миллионов рублей из федеральных средств. С начала действия программы благодаря дальневосточной субсидии построили школу в Якутске, также приобрели оборудование и материальную базу для 6 учреждений среднего профессионального образования. Это компьютерная техника и автотранспорт для использования в процессе обучения.